Руслан, ну зачем опять говорить про мошенничество, если нет серьезного инфоповода? Ну как это нет? Эти истории, они случаются сплошь и рядом, да, и придумывают все новые и новые схемы. Это тема постоянная. Но этой информации много, загугли, много юристов, проконсультируйся, дешевле будет. Ну, видимо, у наших людей такой менталитет, что вот эта вот постоянная вера в чудо легких денег, и с этим ничего не сделаешь. Они до конца не верят, что они могут стать терпилой, их разведут, и в конце концов, когда это случается с ними, они, ну как же это, ну вот так, вот так. Да-да, потому что на дурака не нужен нож, да? Ему с 3 короба наврешь и делай с ним что хочешь. Но у нас как раз такие истории сегодня, давай расскажем о них. Давай. Вы не слышите, что вы что, дебилы? В мутной воде пандемии мошенники плодятся как плесень. Нас обманули, да. Мы денег ни от кого не получали. Проценты были кабальные, более сотни процентов годовых. Людей с детьми оставляют на улицу. Когда вы подписывали договор, вы его читали? Взрослые люди. Мы доверяем и хочется доверять. Элементарно просто отсутствие чувства собственной безопасности. Десятки пострадавших в Уфе, Челябинской и Нижегородской областях не могут добиться возбуждения уголовного дела в отношении фирмы автоюристов. По словам пострадавших, юридическая фирма обещала помочь людям после аварии получить солидную компенсацию от страховых компаний. Но в итоге ни помощи, ни денег они не увидели. Автолюбители рассказывают, что аферисты умышленно подделывали расписки, в которых клиенты обязывались вернуть им десятки тысяч рублей. Организация, которая изначально называлась «Нео Уфа», меняла название и место дислокации, а сейчас словно растворилась. Однако нашему корреспонденту удалось найти предполагаемую хозяйку этой конторы. Посмотрим, обсудим. Мы денег ни от кого не получали, никаких средств нам не поступало, ни 7 тысяч, ни 35 тысяч. А по факту мы должны, остались им. Вас Они обманули, даже- получается? А? Обманули? Нас обманули, да. Денег не брали, но все равно оказались должны хитрым коммерсантам, которые их нагло обманули. Все эти законопослушные граждане внезапно узнали, что они злостные неплательщики. Каждый из них теперь вынужден защищаться от тех, кто обещал помочь, от автоюристов, которые работают сразу по нескольким схемам. Это первое, это расписка. Он просит со всех клиентов расписку сделать, подписать. Второе, это он, получается, по договору цессии получает со страховой деньги. И третье, это когда он, значит, взыскивает с ответчиков. То есть, по факту, ответчики вот пострадали в ДТП кто-то, он их интересы представил, а потом еще с ответчиков взыскивает деньги. Истории фактически у всех одинаковые. Попал в ДТП, вызвал ГИБДД. Но вместо автоинспекторов приехали автокомиссары, оформили протокол и порекомендовали грамотных специалистов, которые якобы помогут возместить ущерб. Люди обращались к автоюристам, но попадали, как они говорят, в лапы к мошенникам. Чтобы мы с вами продолжили работу, нам надо заключить договор юридической силы, чтобы она имела юридическую силу. И расписочку. Расписку, в которой вы обязуетесь нам вернуть деньги, которые поступят вам на расчетный счет. Еще не поступили. В сумме 35 тысяч рублей. И таких случаев десятки, причем не только в Уфе, но и в Челябинской и Нижегородской областях. Злоумышленники работают по одной и той же схеме. Обещают людям, попавшим в аварию, хорошую компенсацию. Уверяют, что через суд взыщут со страховщиков приличную сумму. Вот только для этого нужно подписать сомнительный договор и составить расписку. Вот, короче, я нахожусь в юридической конторе, называется «Нео Уфа». Да? Попросили написать расписку о том, что я беру 32 500 рублей, хотя их не брал. Это делается на случай страховки, если деньги, которые я получу на свой счет в результате этого дела, если я вдруг не верну им. Автолюбители написали целую кипу жалоб и заявлений, но дело с мертвой точки даже не сдвинулось. А сами ушлые юристы словно сквозь землю провалились. Пострадавшие от рук автоюристов говорят, что компания буквально кочевала по городу. Вначале офис находился здесь, на улице Лесотехникума, прямо рядом с полком ГИБДД. И называлась тогда фирма «Нео Уфа». Спустя некоторое время организация «Нео Уфа» стала называться «Нео Урал» и переехала сюда, на улицу 50 лет СССР, 29, вот в это здание. Но и там они долго не просидели. Не просидев там и месяц, организация вновь сменила место дислокации. На сей раз суда на улице Карла Маркса, вот в это элитное здание. Называлась она уже «Эпсилон». Правда, и сейчас фирмы «Хамелеона» там нет. И где искать ее сотрудников, люди просто не знают.
Пострадавшие провели собственное расследование и вычислили аферистов. Вот якобы одна из них. Женщина в солидной шубе всем своим видом показывает, что она впервые видит этих людей. Поговорим давайте сначала спокойно. Куда вы могли так оскорблять? Вот же молодой человек, говорите вот на это. Почему вы обманываете людей? Вы же мошенничеством занимаетесь. А потом садится в солидную иномарку и уезжает. А это, предположительно, ее сообщник. Мужчина ведет себя нагло и даже не скрывает своей вины. Гуляй, да, погода хорошая. Погуляй. Пошел я погуляю. Давай гуляй. Да, и ты тоже погуляй. Да нет, это все хорошо. Да, конечно. У меня от работы много. А деньги с тебя, да, заберем. Я не знаю, кто ты заберет. Сейчас автолюбители узнали, что многие пострадавшие вообще не писали никаких расписок. Документы наглым образом подделывали. Так это или нет, станет ясно после проверки очередной. Более половины преступлений в России в прошлом году совершены против собственности. На втором месте после краж различные мошенничества. Цифры не утешают. Всего зафиксировано более 300 тысяч таких преступлений. Рост на 30,5%. В мутной воде пандемии мошенники плодятся как плесень. Какова динамика таких преступлений в Башкирии? Что делать потерпевшим и как не попасться в лапы ловких комбинаторов, которые придумывают все новые и новые схематозы? Эти и другие актуальные вопросы мы сегодня обсуждаем с Алсу Сликаевой, нашими гостями в студии. Итак, и представлю их. Альберт Курманов, профессор-криминолог, доктор юридических наук. Эльвира Камалетдинова, потерпевший по уголовному делу, рискует лишиться своей квартиры. И Алексей Солодянкин, подполковник полиции, заместитель начальника управления уголовного розыска по МВД по Республике Башкортостан. Здравствуйте, уважаемые гости. Добрый день. Итак, Алексей, скажите, пожалуйста, насколько вот типичны такие случаи и схемы обмана граждан? Ну, данный случай не скажу, что наиболее распространенный. Очень много на сегодняшний день на рынке услуг, так скажем, автоюристов, оценщиков. По каждой организации поступают в редких случаях конкретные жалобы. В большинстве они добропорядочные, но есть, к сожалению, и такие непорядочные конторы, так скажем, которые обманывают клиентов. Тут в данном случае, конечно, разбираться надо индивидуально, что за организация конкретно, какие договора, какие услуги у них там прописаны. И, соответственно, по распискам тоже вопрос встает однозначно. Вот здесь такой вопрос, да, мошенники тоже не глупые люди, мягко говоря, честно говоря, да, и на самом деле они ищут именно слабые места в законодательстве, в Уголовном кодексе, чтобы вот пройти по грани между явно выраженным уголовным преступлением и просто обманом. Да, совершенно верно, пробелы имеются, и они используют их в нужном направлении, что, к сожалению, против наших жителей. И усложняет поиск справедливости, да, и виновных. Так точно, да. Альберт, вот по этому поводу что можно сказать? Вот эти вот пробелы в законодательстве. Ну, специфика мошенничества, она вообще, в принципе, строится на обмане. Вы совершенно точно отметили. Это обман, злоупотребление доверием как способ совершения преступления. И порой бывает так, что граждане, которые стали жертвой мошенников, они так могут до конца и не понять, что в отношении них было совершено преступление. Относительно вот того сюжета, который был представлен, действительно, вот эта сфера, когда речь идет о взыскании представительских расходов, то да, такие примеры в практике, они достаточно распространены, когда, скажем, стороны, их представители в подобных случаях могут использовать подложные доказательства, что, кстати, само по себе является преступлением. И только за сам факт передачи в суд сфальсифицированных доказательств уже установлена уголовная ответственность, помимо того, что они будут отвечать за незаконное присвоение денежных средств других лиц. Альберт, но вот есть какой-то алгоритм действий, когда ты вот в таком эмоциональном состоянии, авария, да, что нужно делать точно, чтобы избежать таких подобных ошибок? Но здесь, в принципе, этот алгоритм, он законодательно прописан. К сожалению, не все наши граждане хорошо ориентируются в хитросплетениях законодательства, тем более достаточно часто в законы вносятся изменения, дополнения, и не все успевают их отслеживать. Но самое главное, это мы должны четко понимать. То есть, если есть серьезная авария с большими
материальными убытками, не дай бог, с пострадавшими, человеческими жертвами, то всегда необходимо вызывать сотрудников ГИБДД, которые приедут, документально зафиксируют данный факт, и после этого уже от них можно будет получить официальные документы, которые будут являться основанием для компенсации выплат. Мы правильно понимаем, что стремление, понятное стремление людей сэкономить, оно может привести вот к таким вот печальным последствиям? Совершенно верно. Сэкономить время, сэкономить, может быть, какие-то свои денежные средства, вызвать тех же самых аварийных комиссаров, да, там, которые за определенные денежные суммы помогут оформить по европротоколу ДТП. Естественно, этим могут воспользоваться в дальнейшем мошенники. Спасибо. Мы обратились еще к экспертам для того, чтобы узнать, что делать, чтобы не стать жертвой аферистов. Давайте послушаем их и обсудим. Как уберечь себя от возможных действий мошенников? Первое. Если решились на куплю-продажу квартиры, я считаю, что нельзя экономить на услугах профессионального юриста или опытного юридически грамотного риэлтора. Он знает все подводные камни таких сделок и подскажет вас, убережет вас от ненужных трат, как нервов, так и денег. Не перекладывать ответственность за свой выбор на каких-то третьих лиц. Да, то есть если человек говорит что-то уверенно, оделся в деловой костюм, арендовал какое-то респектабельное помещение для того, чтобы о чем-то рассказать вам, это еще ни о чем не говорит. Следующий момент – это, наверное, стоит несколько отказаться или критически относиться к каким-то таким ожиданиям легкой наживы, легкого заработка. Это очень соблазнительно, но чаще всего за этим стоят какие-то мошенники. Да? Опять же, если вы не способны критически анализировать то, что вам предлагают, и взвешивать долю риска, то не стоит ввязываться. Алексей, скажите, пожалуйста, вот какие еще наиболее типичные примеры и схемы обмана и мошенничества сейчас наиболее распространенные? Ну, если помимо автострахования у нас по-прежнему самый наиболее популярный вид – это мошенничество и хищение денежных средств с карт граждан под видом сотрудников служб безопасности различных банков. Второе место занимает мошенничество, совершаемое на площадках сайтов бесплатных объявлений, а также на различных приложениях по поиску попутчиков, где путем направления ссылок производится списание денежных средств с карт. Алексей, я прошу прощения, да, но уже анекдоты ходят вот про эти звонки пресловутые сотрудников служб безопасности банка. Неужели еще находятся люди, которые покупаются на это? Да, к сожалению, изо дня в день у нас регистрируется от 5 до 10 фактов в республике, причем сумма ущербов от 100 тысяч до 1 миллиона рублей. Чем это можно объяснить? Элементарно, просто отсутствие познаний, либо отсутствие чувства собственной безопасности. Эльвира, вот вы, как обычный житель, получали ли такие звонки от сотрудников безопасности банка? Неоднократно, но уже будучи наученной опытом, естественно, я знаю, что это звонят мошенники, и по телефону как можно определить, кто тебе звонит? С точки зрения обычного жителя, почему, как вы думаете, люди ведутся на мошенничество по телефону? Ну, потому что... как вот вам кажется? Ну, в первую очередь боятся за свою безопасность, за свою карту. У всех людей есть карты, и уже наслышаны тем, что происходят какие-то мошеннические действия. Соответственно, они доверяют, в первую очередь они доверяют, потому что и сколько раз звонят до этого, во всяком случае, до этого всегда, если звонит банк, Сбербанк, то раньше же таких ситуаций не было, это сейчас усилилось. Поэтому... А у вас какие-то знакомые, подруги, родственники становились жертвами подобных? Да, да. Реальные люди? Да. Вот, Альберт, скажите, пожалуйста, чем это можно объяснить? У нас менталитет такой у наших людей. Потому что со времен МММ, Хопера, всех этих вот пирамид финансовых, понятно, что у нас мошенники, помните, как Остап Бендер говорил, да, в «12 стульях», что есть 401 способов сравнительно честного отъема денег у граждан. Почему это происходит снова и снова? Ну, здесь все-таки надо отдать в каком-то смысле, наверное, должное
профессиональной подготовки самих мошенников. Они являются тонкими психологами, при этом одновременно обладают и экономическими, и юридическими познаниями. Им удается достаточно близко, скажем так, себя позиционировать к работникам действующих и банковских служб, и это государственных какое-то структур. актерство, вы считаете? В том числе, да. То есть это не просто, скажем, лица, которые совершают ситуативные преступления, скажем, в состоянии алкогольного опьянения, там какие-то хулиганские выходки и прочее, да, там увидел плохо лежащий предмет, совершил хищение. То есть это люди, которые зачастую проходят специализированную подготовку. Они изучают там необходимые нормативные документы с тем, чтобы можно было войти в доверие к гражданам. Надо сыграть. Поэтому мошенником, конечно, может стать не каждый, но те лица, которые ими становятся, то до того момента, как их деятельность будет пресечена работниками правоохранительных органов, а такое, как правило, все равно рано или поздно происходит. Лучше, чтобы это происходило, конечно, раньше. К сожалению, они успевают обмануть достаточно большое количество граждан. Психотип человека, на него посмотришь, точно он может быть мошенником. Вы знаете, как раз когда смотришь на мошенника, такое впечатление, увы, не возникает. Он никогда не похож на мошенника. Совершенно верно. И поэтому люди доверяют свое имущество. Они настолько тонко умеют втереться в доверие, что граждане, то есть специфика мошенничества, от других корыстных преступлений, оно в этом как раз и заключается, что человек отдает свое имущество добровольно, при этом полагая то, что либо ему удастся каким-то образом заработать на определенных выгодных операциях, да, либо наоборот избежать в этой ситуации каких-то негативных последствий. Как часто бывает именно при звонках, когда мошенники представляются работниками банковских структур. Алексей, скажите, пожалуйста, человек потерял свои деньги, стал жертвой обмана. Давайте в 101 раз скажем, что ему нужно делать в этих случаях. Алгоритм действия его. Если поступает звонок и на том конце провода ему сообщают о том, что по его карте производится подозрительная операция, либо кто-то пытается на его имя оформить кредит, в первую очередь надо просто прекратить разговор, взять свою банковскую карту и позвонить на горячую линию, сообщить о происшедшем. Либо уже по телефону 102, либо ближайший отдел полиции. Спасибо. Мы вернемся к разговору буквально через несколько минут. Руслан, самое дорогое, что у людей есть, это автомобиль и недвижимость. Недвижимость еще лакомый кусочек для мошенников. Слушайте, не только самое дорогое у людей, у многих это вообще единственное. И именно поэтому я иногда не понимаю, когда вижу очередную заплаканную женщину, потерпевшую, и как она могла подписать этот договор? Ты рискуешь всем, что у тебя есть. Руслан, у всех разные эмоциональные есть ситуации. Нужно понять. Давай с Эльвирой об этом поговорим. Давай закончим. Не переключайтесь. В эфире БСТ, программа «Честно говоря». Сегодня мы обсуждаем тему мошенничества. Потерять свои кровные можно сотней самых разных способов, которые не сразу определяются и Уголовным кодексом. Истории с разными схемами то и дело мелькают в лентах новостей. В Уфе сразу несколько десятков человек обратились в правоохранительные органы с заявлениями на финансовую компанию «Генкредит». Пострадавшие говорят, что брали займы под 100% годовых, оплатили их, но все равно остались в должниках. Что делать с тяжким долгом и есть ли выход из ситуации? Пытался разобраться наш корреспондент. Очередникам помогаем купить квартиру. Четко, просто, ясно, да? Ничего сложного нету. Солидный мужчина в солидном костюме рассказывает про то, как можно неприлично крупно заработать, а еще обзавестись собственным жильем. Спикер, который толкает красивые речи, представитель компании, которая не так давно появилась в Уфе и позиционирует себя организация как жилищный кооператив, работает по такой схеме. Каждый участник БСТ, чтобы получить заветное жилье, должен сделать вступительный взнос 35% от стоимости жилья. Плюс ежемесячный членский взнос 2000 рублей, который выплачивается вне зависимости от того, получил человек квартиру или нет. Как только при помощи денег пайщиков набирается определенная сумма, жилье передают тому, кто первый сделал взнос. Их продолжают платить, и когда набирается на вторую квартиру, ее получает второй пайщик в очереди и так далее. Однако, если пайщики перестанут платить, очередь притормозится. Все эти красивые речи прервали журналисты, узнав, что мы с проекта «Честно говоря» от гостеприимства и след пропал, а спикеры, которые еще несколько минут назад рассказывали изумительные истории, вдруг куда-то начали исчезать, а на наши вопросы давать непонятные ответы. Состоит ли эта организация в реестре Центробанка? У нас счет в Сбербанке. У нас счет в Сбербанке нам открывали, и это полгода проверял Сбербанк. Нет, наш кооператив. Нет, в реестре Центробанка.
Можно я вклинюсь в ваш разговор? Я не могу просто понять, для чего вы, с какой целью вот это все снимаете? Кто-то вас позвал, представил. Ответов мы так и не получили, спикеры разошлись кто куда. Зато получили вот такое сообщение в мессенджер. Сенсаций ищете, тупое поколение смартфонов. Скажи Тимуру, тему пусть изучит. И смелости, если хватит, далее встретиться со спикерами. Пусть ответит пацан сопливый, кто сбежал. За БСТВМ Банк России надзор не осуществляет. Это нелегальная организация. Если говорить о признаках финансовой пирамиды, то основным признаком финансовой пирамиды является отсутствие организации в реестре финансовых организаций. Этот реестр ведется на сайте Банка России. Второй признак – это наличие вступительных взносов, наличие ежемесячных взносов. Это тоже говорит о признаках финансовой пирамиды. А это дом семьи Смирновых. Своим жильем они обзавелись еще в советские годы, но сейчас могут его лишиться. А все из-за займа, который взяли у финансовой компании. К слову, 1 миллион под 100% годовых и залог квартиры. В итоге всю сумму вовремя выплатить не смогли. Как итог, образовался долг в 3 миллиона. Эта квартира, это дедушкина, родительская. Так тут еще один брат прописанный. Он в любое время может прийти и детей-то вытряхнуть. Он – это бизнесмен Павел Кантор, который одолжил семье Смирновых крупную сумму. Кстати, раздавал деньги Кантор многим. Сейчас сразу несколько человек через арбитражный суд республики пытаются не лишиться единственного жилья, которое тоже было отдано по договору под залог. На год, и я у него взяла 350 тысяч вместе с супругом. Он сказал, что будет заложено имущество, как бы просто так, как будто бы это надо, так, чисто как бы формально. Мы его выплатили 400 тысяч. И потом, значит, пошли процессы. И на сегодняшний день, значит, мы все процессы практически проиграли. Верховный суд нам назначил еще 700 тысяч. Людей с детьми оставляет на улице он. И сейчас вот наш дом, так же, как он мне и говорил, что все равно он его заберет. Давайте или куда-нибудь выходите, покупайте себе комнату и так далее и тому подобное. Подобных кредитов с 2016 года Кантором и компанией «Генкредит», которая принадлежит его матери, было выдано более сотни. При этом, по мнению юристов, заниматься подобной деятельностью у него не было ни права, ни лицензии. Проценты были кабальные, более сотни процентов годовых. Основное тело кредита не гасилось, потерпевшие гасили только проценты. По этой причине многие из них потеряли квартиры. Суд не видел общей картины по каждому конкретному делу и вставал на сторону Кантора. Офис Павла Кантора давно не работает, как, впрочем, и сайт. На звонки он не отвечал, дверь нам не открывал, разместившись в элитной многоэтажке. Адвокаты, которые представляют его интересы в суде, узнав, что мы журналисты, дружно предпочли испариться. Не надо снимать меня. Ну, вы не можете ответить на эти вопросы? Однако нам все-таки удалось поговорить с Павлом Кантором. Он уверен, правота на его стороне. Даже предоставляет документы, где говорится, что заемщики ему не платили, а сейчас через суды хотят и вовсе закрыть свой долг незаконным способом. Договором было предусмотрено 2% ставки. А повышенная и льготная. Повышенная ставка применялась, если заемщик выходил на просрочку. При этом практически ни к одному заемщику эта повышенная ставка реально не была применена. То есть в ходе судебных процедур я всегда шел навстречу. Эльвира, ну сейчас вот ситуация на какой стадии? Конкретно в моей ситуации? Да, ваша конкретная ситуация. Сейчас у меня рассматривается в 6-м кассационном суде кассационная жалоба. И также дело в том, что... Вообще вы как пострадали? Я по объявлению на Авито обратилась по устройству на работу бухгалтером в организацию ООО «Старт». Как потом выяснилось, это были трейдеры. Сначала они просто ознакомливаются с деятельностью данного предприятия, открывают дома счет, чтобы объяснить, как все это работает, как делать отчеты. Но до того, как делать отчеты, естественно, не дошло. И потом вот именно каким-то образом... Убедили вас? Да, открыть реальный счет. Но я их убеждала, что у меня денег-то нет, я без работы уже полгода. И они убедили меня, с кредитной карты, соответственно, были внесены деньги на этот счет. Хотя, кредитная карта чья была? Моя. 2 кредитные карты. И потом эти деньги в результате сделки, которую сказал сделать куратор Тимонин Никита,
счет ушел в просадку. Соответственно, чтобы спасти те деньги, которые были вложены с кредитной карты, нужно было увеличить депозит. А для того, чтобы увеличить депозит, нужны снова деньги до 10 тысяч. И они предлагали сначала взять займ в банке, даже давали справки многим от каких-то левых предприятий. Ну, мне тоже сделали справку, но я уже как бухгалтер по образованию, я вижу, что там сумма была не такая большая, и, соответственно, у меня еще ипотека. Я являюсь потерпевшей по Ниловскому парку. И плачу ипотеку за несуществующий дом. И раз такая нагрузка, соответственно, мне в банке отказали. Потом у меня, естественно, возникла мысль, что это было умышленно сделано. Они знали, что у меня есть 1/2 доля квартиры, и сказали, что уже больше нет другого варианта, только можно заложить вашу квартиру. То есть не квартиру, для того, чтобы взять кредит. А чтобы, да, увеличить депозит, у нас есть проверенный инвестор. Это как раз Кантор, да? Но на тот момент я не знала, кто именно. Они сначала сказали, давайте они присылайте нам все документы по WhatsApp, и он проверит, возьмется он с вами будет он с вами связаться или нет. И вот, он одобрил. Эльвира, вы бухгалтер, вы понимали, что уже история мутная? Ну, знаете, тут дело не в том, бухгалтер ты, не бухгалтер. Во-первых, ты доверяешь людям, и они действительно обладают какими-то такими способностями вводить людей в заблуждение, психологическое, видимо, какое-то воздействие. Потому что туда приходили нормальные, приличные люди. Их там было много. У них офис имел такой респектабельный вид, и они сами, все располагало. И там был телевизор «Плазма», там все время транслировался канал РБК. И данную брокерскую площадку рекламировали те же артисты Тута Ларсон, потом Анна Семенович. Поэтому было полное доверие. Да? Да, да. И был разговор о том, что будет закладываться только 1/2 доля моей квартиры. Вы подписывали договор? Да. Когда вы подписывали договор, вы его читали? Когда вот все-таки ребята мне уговорили, что все-таки другого варианта нет, и пойти опять связаться с Кантором, я у него спросила, можно будет ознакомиться с договором. Он сказал, что давайте в реестре за полчаса до оформления документов. И самое главное, что он сказал, понимаете, в чем тут был обман? Дело в том, что он сказал, что для того, чтобы заложить мою 1/2 долю, нужно согласие моей дочери и матери, которые имеют 1/4 долю, соответственно, мать и дочь. Но потом, когда уже ознакомившись с законом, я узнала, что для этого, для залога 1/2 доли не нужно их согласие, потому что у нас у каждого своя доля. И в итоге они подписали это, и сами того не ведая, всю квартиру заложили. Да. И сейчас что он требует? Ну, во-первых, я в течение 13 месяцев платила по 45 тысяч. Так. Но потом я боялась просрочки, потому что, как он говорит, он не применяет завышенную ставку. Это неправда. Можно посмотреть по решениям судов. В том-то и дело, как идет просрочка, у него идет начисление двойной ставки. Вот если бы я делала просрочку, соответственно, было бы уже 90 тысяч ежемесячно. Но потом пришел предел, и уже было, не было ни сил, ни возможностей, потому что я должна была уже людям, которых занималась, чтобы погасить. Я просто решила, что я буду гасить долги людям, физлицам, чем предприятию ООО «Генкредит». Альберт, удастся Эльвире вернуть свои деньги или хотя бы избавиться от этого кредита бессовестного? Действительно, ситуация, она непростая, она сложная, и я думаю, что многие люди сталкиваются с подобными вопросами, которые берут ипотеку в банках, потом не могут своевременно вернуть денежные средства, и, собственно говоря, там банки или другие кредиторы, они налагают взыскание на заложенное имущество. То есть в этой части, я думаю, здесь, если ты берешь ипотеку, если ты берешь кредит, то ты закладываешь свое жилье. И вот очень важно, чтобы граждане вот этот момент понимали. Эльвира, я пытаюсь понять для себя. Вот вы взрослый человек. Да. Да? И вы сами, добровольно фактически, да, залезли во всю эту историю, вследствие которой вы фактически лишились собственной единственной квартиры. У вас есть ипотека дополнительно. Да. Вы одна воспитываете дочь. Нет, у меня дочь взрослая, ей 25 лет, еще у меня сын несовершеннолетний, 13 лет. Тем более, как это все могло произойти? Вот я пытаюсь понять для себя. Вот сейчас, как вы оцениваете свое тогда состояние? Почему вы во все это ввязались? Понимаете, вот все мы живем как будто в каком-то розовом мире, пока не столкнемся с тем, что происходит на самом деле. Вот пока не столкнешься, действительно, и не узнаешь, что
правда, а что нет. Ну и в первую очередь доверие. Вроде как доверяешь людям. Ну, да, взрослые люди. Но доверяем. И хочется доверять. Алексей, ну вот с такими схемами тоже часто приходится сталкиваться полиции, да, и Бессовестными, потерпевших я бы сказала, достаточно схемами. много, которые приходят с подобными заявлениями. Что делать в этой ситуации? Ну, подобные факты у нас были в позапрошлом и прошлом году. То есть и деятельность одной из подобных организаций была пресечена у нас на территории города как раз именно аналогичным способом. Они привлекают граждан. Основная их задача, конечно, привлечение финансов их. Но мы уже об этом говорили, о том, что для того, чтобы успешно торговать на биржевых площадках, нужно иметь специальные познания. За неделю или за один день этому обучиться невозможно, потому что это явный развод. Успех зависит, во-первых, не только от конкретной ситуации, но и от политической и от экономической ситуации в мире. Спасибо. Потерять деньги при продаже дома или квартиры – это вполне реально, если покупателем окажется человек, который на словах хочет купить недвижимость, а на деле хочет на этом сам подзаработать. Одна из таких историй на нашем экране. Посмотрим, обсудим. К юристу Айдару Хызырову обратился пожилой мужчина. Он честно продавал собственную квартиру и едва не оказался за решеткой как мошенник. К пенсионеру обратился потенциальный покупатель. Уверял, что нуждается именно в этой квартире, за что был готов дать огромный задаток – 250 тысяч рублей, но при одном условии. Они оформили договор задатка, причем покупатель настоял на том, чтобы в договоре задатка прописать в обязанности продавца предоставить до такого-то времени, до момента заключения основного договора купли-продажи квартиры, большой перечень документов, которые продавец обязан подготовить к сделке. Там и, да, короткий срок. Спустя некоторое время к пенсионеру поступили две повестки. В суд с него потенциальный покупатель требовал неустойку за сделку, а это сумма задатка в двойном размере. И в полицию. Там покупатель обвинил его в мошенничестве. Поступила жалоба от этого же покупателя на действия моего продавца, и где он указывает, что его кинули на 250 тысяч рублей. Типа, это пожилой человек, не преследовал цель продать квартиру, а преследовал цель наживиться и обмануть покупателя. Полицейские проверили все вот эти документы, удостоверились в их достоверности, убедились в достоверности наших сведений и вынесли отказной материал в отношении моего доверителя. Альберт, ну вот все новые и новые схемы, да, придумывают обмана, назовем это так, даже не мошенничество, а обмана с недвижимостью. Вам как часто приходится с этим сталкиваться? Ну, с определенной периодичностью приходится, потому что недвижимость стоит достаточно больших денег, и, соответственно, там можно хорошо поживиться. И вот то, что сейчас вот в сюжете был показан, да, момент, связанный с задатком, это достаточно распространено. Когда у людей могут попросить крупный задаток, и при этом потом в дальнейшем по каким-то причинам сделка не состоится, либо ее умышленно сорвут, либо злоумышленники вообще не имели в собственности этот объект недвижимости, и в их задачу как раз вот входило ввести в заблуждение потерпевшего, получить от него там 50, 100, 200 тысяч рублей в качестве задатка, и после этого просто раствориться. Ну вот, резюмируя наш сегодняшний разговор, да, Алексей, все-таки что нужно еще рассказать людям, чтобы они избегали и не попадали в такие ситуации? Взвешенно подходить к каждой сделке. То есть, если заключается какой-то договор, необходимо его внимательно изучать. Если есть какие-то вопросы, то привлекать к этому проверенных специалистов. Альберт, что бы вы могли сказать людям, да, коротко, чтобы они не попадали в такие ситуации, в принципе, в целом? Ну, никогда не должно быть спешки, особенно если это связано с крупными сделками, с крупными затратами. У нас на сегодняшний день есть определенный алгоритм. Если вы хотите купить квартиру, то первое, необходимо запросить информацию в Росреестре. Это можно сделать как при личной явке, например, в подразделении МФЦ, так и запросить ее через интернет-ресурсы. Сразу будет в электронном понятно. виде? В электронном виде. Сразу будет понятно, первое, кто является собственником, есть ли обременение на квартиру, ну и там ряд еще других вопросов. И если вы видите, что, например, человек вас
вас торопит к выдаче задатка, либо, скажем, просит оплатить стоимость квартиры до того, как документы будут сданы на регистрацию, то вот это должно у вас вызывать определенную настороженность. На сегодняшний день существуют достаточно безопасные способы расчетов через аккредитив или через банковскую ячейку. Не поленитесь, не пожалейте, потратьте там 3-5 тысяч рублей, сделайте договор аккредитива, ваши деньги лягут в банк, и продавец может их забрать только в том случае, если сделка состоится, ее зарегистрируют. Вот это будет надежная гарантия безопасности. Эльвира, скажите, что будет, если вдруг получится так, что не получится выиграть суд? Вы как-то проигрываете для себя самые сложные самый худший моменты, сценарий самый развития худший событий? сценарий. Понятно, что все мы надеемся, что справедливость восторжествует, и вы останетесь в своей квартире, и, в общем-то, мошенники сядут в тюрьму. Но если худший сценарий произойдет, что тогда будет? Ну, просто в данной ситуации худшего сценария никак не должно быть, потому что среди потерпевших есть инвалиды, и то, что происходит в ситуации с Кантором и Генкредитом, это действительно нужно разбираться в каждом отдельном случае. Там то, что говорит Кантор, многое неправда. Наша сейчас задача, чтобы нас услышала прокуратура, с которой мы обратились с заявлением, все-таки признать деятельность Кантора. Вы обратились с групповым иском или каждое индивидуальное заявление? Все. Мы индивидуально мы уже все подали заявление, и все допрошены и опрошены. Мы обратились с групповым заявлением, чтобы все-таки возбудили уголовное дело. Я еще раз подчеркну, во-первых, в вашем случае общественный резонанс имеет громадное значение, это раз. Во-вторых, вот на вашем примере я хотел бы зрителям еще раз всем сказать, что, будучи взрослыми людьми, не нужно думать, что именно с вами этого не случится. Ничего не нужно этого думать. Это точно. Уважаемые гости, об этом никогда не лишне поговорить на самом деле. Еще раз предупредить людей, что они могут стать жертвой обмана, либо мошенников, потому что они придумывают все новые и новые схемы. Большое спасибо вам, что пришли, за предметный, конструктивный и честный разговор. Мы надеемся, что все будет нормально. Спасибо. Я тоже Спасибо надеюсь. вам большое. Спасибо. Алсу, вот сколько раз твердили миру, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, но нашим людям что в лоб, что по лбу, ей-богу. Руслан, я с тобой не согласна. Мне кажется, что люди просто ленятся перепроверить информацию. Но большинство наивные, нет критического мышления. Ну, ты знаешь, вот все как старой детской песенки из знаменитого фильма про Карабаса-Барабаса и Дуримара, да? Нож не нужен ни на дураков, ни на жадин. Там одним наврешь 3 короба, другим там покажешь медный грош и делай с ними что хочешь. Руслан, я так завидую твоей памяти. Песни столько лет, а люди не меняются, да? Как можно забыть Мальвину с голубыми волосами? Тебе слово. Честно говоря, у наших людей короткая память. История МММ и прочих древпромов, как выясняется, ничему их не учит. Они по-прежнему готовы верить красивым рассказам о легкой наживе. И всегда находятся желающие закопать свои кровные 5 золотых на поле чудес. До свидания. Берегите себя, свои деньги и своих близких. Смотрите, честно говоря, на канале БСТ и во всех соцсетях страны.